Приветствуем зрителей «Миллиард татар». Сегодня мы берем интервью у достаточно интересной девушки. Она журналистка Свердловского интернет-издания «Вечерние ведомости» Гузель Айткуловой. Здравствуйте, Гузель. Добрый день. Хотелось бы начать беседу вот с такого вопроса. Вот не могли бы вы рассказать, да, о вашем проекте, в котором вы, собственно, вот участвуете, работаете, «Вечерние ведомости». То есть это... Какая у него специализация, то есть откуда финансирование идет? Это политическое издание, мы независимые СМИ, то есть никакого отношения к государству оно не имеет, у нас частный собственник, и, собственно, мы стараемся показывать нашим читателям то, что происходит, ну, так скажем, без купюр, да, там, без цензуры. Мы стараемся выстраивать... Ну, насколько это возможно в современных условиях, независимую, честную журналистику. Для нас это такой очень-очень важный момент, потому что вообще наш регион, Свердловская область, всегда был таким пространством честной, независимой журналистики. У нас очень много изданий, и это очень круто на самом деле. И наши издания всегда славились вообще, в принципе, в регионе, да, там какой-то такой своей позиции, но, может быть, если мы говорим не только о СМИ, у нас, в принципе, там в Екатеринбурге, в Свердловской области живут очень, как сейчас принято говорить, свободные люди, да, то есть которые там очень часто, не знаю, там выходят на какие-то протестные акции, да, там защищают свои права, да, то есть и наш регион именно славится этим, вот, поэтому я сама в нашем издании в качестве журналиста, в том числе, не очень долго, да, то есть там недавно я его возглавила в качестве директора, и вот сейчас мы выстраиваем как раз-таки нашу какую-то редакционную политику, у нас недавно сменился и главный редактор, но, собственно, основная наша цель, как, наверное, любого издания, это доносить до наших читателей то, что происходит, максимально независимым взглядом и максимально качественно, честно и правдиво. Вот вы об этом так воодушевленно говорили, и сразу такой следующий вопрос возникает, да, как человеку из цеха, так сказать, какое будущее у профессии журналист? Вообще оно есть? Вот учитывая, да, то, что, например, вот известный журналист, которого мы все знаем, да, Владимир Владимирович Познер, он говорит, что журналистики в России нет. Ну, как вы слушайте, считаете? Это очень такой риторический вопрос, наверное, потому что мы постоянно слышим, что журналистики нет, а она, тем не менее, вроде бы есть, да, то есть и нужно все-таки понимать истоки нашей профессии в нашем именно государстве, потому что, к сожалению или к счастью, у нас изначально профессия была всегда зависима от государства, да, то есть когда вот Петр I учредил, да, там первую газету, да, то есть и мы понимаем, что вот эта зависимость, она была всегда, то есть если, допустим, у зарубежных изданий там совсем другие истории, да, то есть там, в принципе, журналистика создавалась как... ну, наверное, как такой, как способ зарабатывания денег, да, то есть все там какие-то издания с мировой историей, да, то есть они создавались изначально на рекламе, то есть, а у нас изначально это издавалось, ну, как бы создавалось вот это все как, ну, способ донесения информации. Поэтому говорить о том, что будущего у журналистики нет, я вот не склонна, да, то есть, потому что тут весь вопрос, что считать журналистикой. И то, что у нас сейчас медиарынок в очень плачевном состоянии, это правда, да, потому что выживать, да, там, даже не просто, да, там, жить, там, реализовываться, выживать становится сложнее, да, там, всем нашим коллегам, вне зависимости, причем от того, насколько там они лояльны, или там действующей власти, или там лояльны каким-то крупным олигархам, или, может быть, они могут быть совершенно оппозиционно настроенными, да, то есть у всех большой вопрос, да, то есть потому что, ну, как бы, к сожалению, у нас как-то в стране сложилось такое мнение, что очень часто, да, там, что журналист там не должен брать деньги, например, да, там, за свою, ну, там, я имею в виду, там, не быть там каким-то совсем уж, там, условно продажником, да, то есть, или там наоборот, что журналист, и либо, скажем так, люди не из цеха, они там говорят, ой, там, эти продажные журки, еще вот это слово ужасно используют, журки, это мне никогда вообще не нравилось, да, то есть, это слово очень часто еще используют там какие-то пиарщики крупных, не знаю, там, корпораций, да, то есть, поэтому я думаю, что это такой человеческий момент, даже не профессиональный, а человеческий, потому что, на мой взгляд, это
Журналист, когда он берет, если мы говорим о какой-то вот этой продажности, да, то есть то он должен думать, у кого он берет деньги, то он должен думать, о чем он пишет, да, то есть это личная ответственность. И если в третьем чтении Госдума приняла законопроект, значит, поправки в закон об информации, да, то есть что прокуратура сейчас будет блокировать без решения суда уже. Ну что это такое? Но, опять же, мы все-таки живем в эпоху интернета, и я практически уверена, что вне зависимости от того, что происходит и какие законопроекты принимаются, информацию сдержать сегодня уже практически невозможно. То есть даже мы видим, что вот, допустим, там в Китае блокируют интернет, да, то есть, но тем не менее, то есть если в Китае запрещен YouTube, мы знаем, что жители Китая все равно смотрят YouTube. Это невозможно полностью регулировать. То есть в сегодняшний день это Вот, совершенно разные. Да, как раз хотела спросить об этом. я думаю, что есть блогеры, которых можно назвать журналистами, да, то есть они тут же чем главное отличие? Вот нас, да, представителей цеха, да, вот нас еще там, не знаю, там со студенчества учат проверять информацию, да, то есть мы, допустим, вот наши издания никогда непроверенную информацию не выпускают, то есть даже у меня лично там есть источники, которым я доверяю, да, вроде бы, да, то есть и у нас там какие-то человеческие отношения с этими людьми, да, будь там чиновники какие-то или силовики, но даже если я доверяю человеку, он мне говорит, что вот 100% случилось это, если я не проверю где-то еще, я не буду это выпускать. Иногда это как бы, да, там, ну, сказывается на моей личной работе в том, что, ну, я бываю не первая, хотя я получила информацию там 3 часа, за 3 часа до того, как это попало к моим коллегам. Но я не смогла ее проверить. Но это опять же говорит о том, что, ну, здесь, наверное, я плохо сработала, потому что я не смогла проверить эту информацию, которая у меня была первой, да, то есть, но выпускать непроверенное, на мой взгляд, это неуважение к читателям, это неуважение к, в принципе, к профессии. На ваш взгляд, это вот главное отличие, да, журналиста и блогера. То есть блогер может говорить все, что угодно. Ну, они так себя, многие блогеры себя так ведут. То есть есть блогеры, которые тоже не выдают какую-то чепуху, но очень многие блогеры просто относятся к информации крайне безответственно. То есть вот им позвонил какой-нибудь там знакомый чиновник и рассказал там что-то, да, и они раз и выдают. Сегодня блогеры, они к счастью для них, и мы можем им немножко позавидовать, законодательно они, ну, скажем так, не вот в таких рамках находятся, как журналисты. То есть у журналиста, опять же, за счет вот этой проверки информации, всего остального, да, то есть у нас вот эти вот рамки. Блогеры более свободны, но блогеры и, к сожалению, не всегда могут получить информацию так, как можем мы, да. Многие в цехе, да, то есть журналисты, многие не уважают там блогеров или там вот как-то вот воспринимают, да, то есть я все-таки считаю, что, опять же, мы живем в 21 веке, должна быть свобода информации. Блогеры – это круто. Они должны, то есть, работать так, как они работают. Но другой вопрос, опять же, проверка информации. Вот когда блогеры начнут проверять информацию, мы будем понимать, что мы можем доверять им как источникам информации, как распространителям информации. Вот тогда мы можем уже говорить, что блогеры это все-таки, ну, как бы где-то уже близко к СМИ. Но есть вот еще такой момент, то, что у них, у большинства блогеров, да, большая аудитория, то есть они вещают, вот, ну, как бы, и если ты хочешь, чтобы вот тебя услышали, допустим, журналист тот же, наверное, ему надо быть блогером, чтобы тебя слышало больше людей. Ну, Да, к сожалению, у блогеров очень часто бывает, что просмотров и читаемость выше, чем даже не просто у какого-то журналиста, но у СМИ в целом. То есть, ну да, и это, опять же, при этом эти блогеры не несут ответственность за то, что они пишут. Вот это проблема. То есть не несут ответственность, я не имею в виду какую-то законодательную, я имею в виду моральную, потому что законодательно они несут точно такую же ответственность, там, клевета, да, то есть мы видим, как на блогеров выдают суды и выигрывают, то есть юридически они как раз несут ответственность. А вот какую-то моральную, ну, это уже личные качества людей. К вопросу о том, что журналисту, к сожалению или к счастью, нужно быть блогером, наверное, да. Я вот в этом у меня большая там просадка, вот у меня лично, да, то есть я там стараюсь что-то, да, там как-то, но у меня периодически там то времени не бывает, то что, хотя, да, я считаю, что любой журналист сегодня должен вести соцсети, должен это делать ежедневно. опасно ли сейчас журналистам и региональных, и федеральных СМИ, да, вот бороться за право той самой четвертой власти? Я думаю, что нужно вспомнить классика Михаила Афанасьевича Булгакова и вспомнить фразу, что никогда ничего не бойтесь, это неразумно. Просто
Мы когда шли в эту профессию, если мы говорим о журналистах, да, то есть, опять же, я повторюсь, у нас была какая-то романтическая цель. Вот у меня лично она была. Я хотела менять мир, я хотела, да, там, заниматься расследованиями, я хотела, в принципе, я этим сейчас и занимаюсь, и наше издание этим занимается, и оно, кстати, сильно как раз-таки нашими расследованиями, да, то есть этим, это то, чем я могу гордиться, и я горжусь этим. Но, безусловно, работать тяжело, то есть сказать, что мы не должны там просто вообще там, не должны там, не знаю, там бояться, как вот сказал классик, и делать все там в лоб, да, то есть, ну, к сожалению, наверное, это было бы с одной стороны честно, а с другой стороны, ну, в мире как бы сейчас такая обстановка, это не только в нашей стране, да, то есть я не хочу сказать там, что вот это только в России нет свободной журналистики, я думаю, что в России как раз-таки свободной журналистики становится меньше, но не только там, потому что есть вот эти законы, да, там принимаются бесконечно, но опять же из человеческого фактора. Ну, то есть я вот, например, смотрела в декабре этого года, да, мы решили не посещать это мероприятие, там, да, но мы смотрели трансляцию пресс-конференции нашего губернатора, да, то есть и вот я вижу, как журналисты из муниципальных, причем даже не муниципальных, местных изданий, то есть они не принадлежат муниципалитету, это частные издания, да, там какие-то, но они дарят губернатору картину, журналист, который во время пресс-конференции говорит, вот там, Евгений Владимирович, мы вам хотим подарить какую-то там картину или сказать спасибо. То есть у меня возникает вопрос, ребят, это не журналистика. Ну, то есть вы, как бы, кто вас заставляет себя так вести? Вот вас лично, вас редактор заставил? Ну, скажите редактору, что вы не будете этого делать. Это не журнал. Есть какие-то политические мероприятия, там, типа бал прессы, не политические, да, там, а вот мероприятия, где все тусуются, общаются, журналисты, чиновники, идите туда, дарите картины. Да, то есть, но вы из маленького города, в котором все очень плохо, в котором закрываются больницы, да, то есть в котором куча проблем, вы не говорите об этих проблемах и не задаете главе региона вопрос, когда у нас откроют новую школу. Такие тоже, кстати, были, и это круто, что есть такие журналисты на местах, да, то есть, но были и такие, которые говорили спасибо. Не могу ни за что говорить спасибо, потому что это пресс-конференция. Здесь глава региона отчитывается перед жителями, да, то есть мы понимаем, что все-таки главные у нас в стране это народ Российской Федерации. Это мы избираем депутатов, это мы избираем губернаторов, как бы там кто ни говорил и какие бы там ни ходили вот эти вот фразы по поводу того, что там, ой, там от людей ничего не зависит, все от людей зависит, да. Когда смотрела про вас информацию, нашла то, что год назад, в августе, да, прошлого года, вы опубликовали видео, записали, да, сами, где опасались возможной провокации со стороны вот сотрудников полиции и давления на ваше издание, вот в котором работаете. Сейчас у вас есть такие опасения? Да, опасения, конечно, они должны быть всегда. Ну, то есть, вот, допустим, недавно мы тоже поднимали там вот такую проблемную тему. Девушка сбежала от своей консервативной семьи, да, то есть и она сбежала в Екатеринбург из Тюмени. И, собственно, мы эту тему освещали, и поскольку там, по нашей информации, там им одна из национальных диаспор, да, ну вот как бы там чуть ли там там какие-то шли разговоры, девушка сама боялась, что ее похитят, ее же родители отвезут обратно домой, да, то есть как бы, и вот когда вот эти вот это вот шло, да, то есть как бы, ну, мы действительно, во-первых, мы заметили, опять же, поскольку я была одним из авторов там серии материалов, да, то есть мне показалось, что в какой-то момент за мной следит кто-то, да, то есть поскольку там один из там был такой инцидент, когда на адвоката вот этой девушки напали в отделе полиции, да, то есть к нему применили физическую силу, его вытащили из кабинета, и потом выяснилось, и Следственный комитет, кстати, это подтвердил, что это был один из руководителей Свердловского уголовного розыска. Да, зовут его Магомед Курбанов, да, то есть как бы, и, собственно, ну, а уголовный розыск – это вся наружка и так далее, да, то есть и в какой-то момент я заметила, что, ну, вот есть какие-то странные люди, то есть я вижу своего автомобиля. Понятно, что мы сделали вывод, что, видимо, они пытаются узнать, где находится девушка, потому что девушка в бегах, да, там условно в бегах, на самом деле она ни в каких не в бегах, ей 22 года, она совершеннолетняя девушка, она просто хочет жить своей жизнью, она покинула свою семью, она уехала, да, то есть, ну, и, соответственно,
а ее родители почему-то хотят ее вернуть домой, да, то есть там, то ее сначала пытались там замуж выдать насильно, да, там, как она рассказывала. Конечно, я опасаюсь, то есть сказать, что я ничего не боюсь, нет, у меня, кстати, в моем дворе недавно у адвоката сожгли машину. Что касается той конкретной провокации, да, то есть у нас была и инсайдерская информация, и, как вы знаете, потом уже начали, между прочим, заводить уголовные дела не в нашем регионе, да, то есть по поводу вовлечения несовершеннолетних в протест. То есть я изначально не понимала, что они, точнее, я как бы думала, что, ну, вряд ли, я думала. А потом, как бы, да, то есть я посмотрела на практику в других регионах и поняла, что, вероятно, цель была такая. Но как бы это на самом деле очень смешно, потому что ну, как бы, это просто смешно, сам факт, да, там вот в таком пытаться меня обвинить, да, то есть, но поскольку какие-то полицейские, которым не понравилось, что про них пишут, про то, что про них пишут правду, да, то есть, которые, может быть, пытаются что-то скрыть, да, то есть они увидели, что ну, вот есть такая какая-то возможность что-то такое сделать, и после того, как мы это опубличили, да, то есть, естественно, рвение прекратилось, да, то есть, и я знаю, что и перестали какие-то вопросы такие задавать этим детям, которых я тогда, кстати, первый раз в жизни увидела, да, то есть, как бы мне особенно было смешно, когда я узнала, что этим детям задавали вопросы, а что она вам передавала? Да, то есть, как бы, то есть я как бы, ну, то есть, даю ребенку антисептик, да, то есть, и причем они это все снимают на камеру, что я им передавала. Детям 13-14 лет, да, то есть как бы я увидела детей, которые просто вот находятся в опасном месте. Ну, естественно, то есть как бы, ну, реакция любого человека и любой женщины, тем более, да, то есть как бы, ну, что-то сделать в этой ситуации. Поэтому какого-то вот таких ситуаций похожих, вот именно чтобы до такой степени, слава богу, пока у меня не было. Надеюсь, что этого и не будет. Вот мы увидели по вашим соцсетям, да, именно в Фейсбуке я именно смотрела то, что вам близки такие левые идеи, так скажем. Нужно, да, понимать, что такое левые идеи. Левые идеи – это интернационализм, да, в первую очередь, да, то есть это равенство всех людей вне зависимости от их национальности. И я всю жизнь, кстати, считала так, да, то есть как бы, и я и сейчас, естественно, я так считаю, потому что, ну, мне кажется, очень глупо оценивать человека, даже, ну, это не просто глупо, это на самом деле какой-то идиотизм, особенно в 21 веке, оценивать человека там по его национальности, там по цвету кожи, по разрезу глаз, по кошельку, опять же, да, то есть я считаю, что мы должны двигаться вперед, да, то есть и мир, он развивается, да, то есть, а мы в последнее время почему-то, опять же, это не только России касается, да, то есть мы как-то начинаем в какое-то средневековье спускаться, то есть и люди начинают воспринимать друг друга, исходя из количества денег, например, на счету, ну, это же просто бред, да, то есть человека нужно оценивать по его человеческим качествам, по его профессионализму, по его талантам, да, то есть по тому, какой он там порядочный, непорядочный, благородный, да, там умный, смелый, там, не знаю, добрый, справедливый, честный, да, то есть мне кажется, вот это самое важное в человеке, да, то есть и мы должны ценить именно такие качества, поэтому, что касаемо левых идей, на мой взгляд, вообще будущее только за какими-то вот именно такими, за, скажем так, миром с левым устройством, да, то есть я, кстати, не считаю себя коммунистом, да, то есть я не за радикальные какие-то вот эти вот перестроения общества и не за радикализм, да, то есть я социалист, да, то есть я считаю себя демократическим социалистом, и я считаю, что, ну, в первую очередь это равенство, то, что должно быть и в нашей стране в том числе, да, то есть равенство перед законом, да, там равенство в принципе, да, то есть людей, да, то есть в том числе в отношении друг к другу, да, то есть и плюрализм мнений, вот, допустим, не социалисты, да, там враги каких-то левых идей говорят, а вот в Европе, и при этом они приводят страны, где на самом деле у власти демократы, да, то есть для понимания, да, то есть, и мне всегда это смешно, потому что вот это вот, как это принято почему-то в России называют это скандинавской моделью социализма, хотя, по сути, это классическая социал-демократия, да, то есть, когда есть социальное государство и есть свободный рынок, да, то есть, но при этом, то есть, ну, вот как бы вот это условия для людей, и мне очень хотелось бы, чтобы, вот когда говорят, вы что хотите, чтобы было как в Европе, да, я хочу, чтобы было как в некоторых странах Европы, да, я хочу, чтобы были свободные выборы, я хочу, чтобы было социальное
социальной гарантии, я хочу, чтобы каждый гражданин в моей стране мог рассчитывать на то, что если там его ребенок хорошо учится, то он может поступить в любой вуз в стране. Но сегодня даже при ЕГЭ это не так, потому что, ну, даже если ребенок набрал там какое-то большое количество баллов и может поступить, не знаю, там в МГУ, то вопрос возникает, а как этот ребенок будет жить в Москве, если у него мама учитель, а папа врач в какой-нибудь условной Тавде, да, то есть это небольшой город Свердловской области. На что он будет жить? Вот наше такое интересное наблюдение. Мы заметили, что вы периодически оставляете под материалом «Миллиард татар» в Телеграм свои комментарии, да, и там именно под текстами про татаров и башкир, и хочется вот узнать, почему вас трогает или задевает эта тема. Ну, вот смотрите, да, там я видела, значит, материал о том, как в Уфе проходила, а потом уже и в Казани, да, то есть это на самом деле очень круто, что вот такое происходит. Проходят мероприятия, где обсуждаются именно межнациональные отношения, да, между татарами и башкирами. Поскольку я наполовину татарка, а наполовину башкирка, и других никаких национальностей во мне нет, да, то есть как бы мне это слышать на самом деле смешно немного, и даже, возможно, меня где-то даже задели постановки вопроса такие, что есть какая-то межнациональная вражда, потому что, ну, то есть, когда в тебе есть и татарская, и башкирская кровь, то ни о какой вражде, то есть, да, речи быть не может, и при этом у меня, то есть, там, такая смесь, она еще там на уровне дедушек и бабушек, а не родителей, да, даже, потому что у меня и мама, например, татарка, например, башкирка, и папа то же самое, да, то есть, соответственно, я в быту ни разу не сталкивалась с какими-то такими вопросами вражды между татарами и башкирами. У меня в Свердловской области, да, то есть очень много друзей татар, да, то есть как бы башкир здесь меньше, да, то есть почему-то, хотя вроде бы башкир здесь больше, но у меня, по крайней мере, среди моих знакомых башкир не так много. Вот, то есть как бы в Башкирии, когда я жила, да, то есть я родилась в Уфе, 17 лет жила в Уфе, вот 17 лет уехала в Екатеринбург. И, собственно, я тоже ни разу в бытовых моментах, вот именно в бытовых, да, то есть я не сталкивалась с какими-то такими постановками вопроса. И мне кажется, что говорить о какой-то такой условной вражде, это просто кто-то пытается разжечь. Ну, то есть кто-то пытается поссорить наши очень близкие по духу, очень близкие во всем наши народы, которые, ну, ни в коем разе никогда не должны враждовать, просто никогда такого быть не должно. Ну, просто вот это исключено. И просто кто-то зачем-то для каких-то своих, ну, наверное, не очень хороших целей пытается, видимо, нас поссорить. Но, опять же, я уверена, что это невозможно сделать. Ну, то есть это просто невозможно сделать. Ну, то есть я как бы знаю, то есть единственную, да, то есть какую-то такую условную там не вражду, а конкуренцию, да, то есть вот когда ты смотришь хоккей, да, то есть и когда там башкиры болеют за башкирский клуб, а татары болеют за татарский клуб, да, то есть и вот тогда они такие типа, мы вас сейчас сделаем, да, Ну, там, это соперничество такое. это соперничество, да, но мы все прекрасно понимаем, что когда, допустим, там Салават Юлаев вылетает, то все башкиры болеют за Акбарс, да, там, или если вдруг Акбарс вылетает, это бывает просто реже, чем Салават вылетает, то татары болеют за Салават, как бы, да, то есть, и, соответственно, это вот единственный момент, когда вот, то есть вот сейчас идет матч, и мы такие можем там сказать, что, ах, вот, там мы сейчас башкиры сделаем вас татары, или там татары могут сказать, вот мы сейчас татары там сделаем вас башкир. Но это игра, это спорт, это соперничество, и это весело, и это круто, да, то есть как бы я просто сама как хоккейный болельщик, да, то есть, ну, собственно, я знаю, о чем я говорю. Да. Если вдруг такие ситуации происходят, вот мы как люди, представители той или другой национальности, мы должны всячески это пресекать. То есть, на ваш взгляд, вот в принципе вот это соперничество, оно неуместно? Оно неуместно, и я убеждена, что оно построено исключительно на каких-то либо политических вопросах, да, то есть, либо экономических. То есть оно неуместно вообще, то есть мы близкие очень, ну, как бы, мне вообще как бы тяжело говорить, что мы близкие, потому что во мне и той крови ровно наполовину, да, поэтому как бы, да, то есть, ну, эти два народа не могут враждовать никогда, ну, во-первых, как бы, ну, просто не могут. У нас очень похожая культура, да, то есть похожие языки, и, ну, я вот честно, да, то есть если бы я была бы
ну, не наполовину, а целиком, либо татарка, либо башкирка, я бы считала бы точно так же, понимаете? То есть не должно быть никакой вражды, и если она есть, опять же, точнее, есть какие-то проблемы, я знаю, что они есть, но эти проблемы, опять же, они создаются, мне кажется, несколько искусственно. И вот хорошо, что вы проводите вот такие вот мероприятия, где вы вот обсуждаете эти вопросы, да, то есть и вот они лоб в лоб, да, что называется, то есть и когда мы можем, собственно, уже почувствовать и понять, а так ли это на самом деле, а есть ли вражда? Зель, вот пишут то, что вы внучка основоположника башкирского танца Файзи Гаскарова. Вот не могли бы вы рассказать про своего дедушку? Так ли это вообще? Да, я действительно внучка, внуков всего, кстати, 4, просто периодически в Башкирии случается такое, что какие-то лже-внуки появляются на самом деле. Внуков у него всего 4, 2 живут в Питере, вот моя сестра в Уфе, ну, собственно, я в Екатеринбурге. Вот, я, кстати, в прошлом году приняла участие в создании книги про моего дедушку, ну, ее писал очень крутой журналист Дмитрий Ефремов, но я написала там 2 главы как раз-таки про личную жизнь моего деда, про бабушку. Рассказать про дедушку, ну, знаете, я могу рассказывать только вот как-то вот так, потому что он умер за много лет до моего рождения, к сожалению, потому что я всегда хотела с ним познакомиться с детства, естественно, мне про него мама очень многое рассказывала, мамин папа. Вот, и там моя мама говорит, что у меня нос копия деда, ну, это, кстати, да, по фотографиям видно, как бы и характер, мама говорит, что похож, поэтому мне всегда очень хотелось с ним познакомиться, но, к сожалению, вот все другие внуки его видели хотя бы, когда они были маленькие, потому что у меня все старше меня намного, я самая младшая, да, то есть, и они с ним общались, я, к сожалению, нет. Вот, дедушка был сиротой, поэтому сказать, был он татарином или был он башкиром, это очень сложно, потому что, но он считал себя башкиром, потому что его нашли в Подбирском, и вот он всегда считал себя, но он, кстати, я читала очень много, я когда готовилась к написанию книги, я читала много его дневников и писем. У него, во-первых, у него жизнь очень много связана была с Татарией. Он в Татарстане работал, он был там даже какое-то время главным балетмейстером Татарского театра оперы и балета. Вот, и он был женат на татарской, известной очень деятель искусства, вот, как бы, до моей бабушки, там, задолго. Вот, как бы, и жил в Казани очень долго, и для него вот как-то мне почему-то кажется, что для него какого-то вот такого тоже деления наших народов, вот именно какого-то принципиального, да, то есть, ну, не было, потому что он ставил и татарские танцы, то есть у него есть жених, это татарский национальный танец, косари, татарский национальный танец, весенний поток, да, то есть очень много, естественно, башкирских национальных танцев, да, так как он, в принципе, основоположник башкирского национального искусства. И для него было важно именно сохранить вот эту национальную культуру, ту самую, то есть ему было неважно, там, башкиры, это татары, у него, кстати, он ставил и другие национальные танцы, там, не связанные с нашими, да, там, нациями, вот, как бы, он считал, что это очень важно, и я, кстати, с ним абсолютно согласна, там, несмотря на то, что там я выступаю за интернационализм, я считаю, что вот эти вот какие-то моменты, их нужно сохранять, это просто наша культура, мы должны гордиться тем, кто мы есть, да, то есть я, например, я безумно горжусь своими корнями, да, то есть я считаю, что там, несмотря на то, что я интернационалист, и считаю, что нельзя делать выводы о человеке по национальному признаку, я считаю, что корни нужно ими гордиться, их знать, и нужно делать все для того, чтобы культура сохранялась. Просто не нужно делать выводы о человеке по его национальности, а вот сохранять культуру, какие-то традиции, да, то есть это очень важно. Что нужно, на ваш взгляд, сделать, чтобы региональному изданию быть знаменитым, известным таким? Вот вы можете сказать, что, например, ваше издание, вы говорите, мы занимаемся расследованиями, что ваше издание это как «Медуза» федеральное, да, независимое издание, о котором все Ну, знают. который признан иноагентом, да, не Да, да, будем, да. допустим, это уточнить по закону, да. Но, слушайте, ну, на самом деле, нас вообще некорректно сравнивать с «Медузой» не только по охвату, там, не поэтому даже, да, а просто потому что, как бы, ну, наверное, у нас какие-то немного, может быть, аудитория разная, да, то есть, и я бы вообще, кстати, не стала бы сравнивать СМИ друг с другом.
Да, то есть, и мне кажется, что как раз-таки должно быть, чтобы СМИ были все какие-то самобытные, да, то есть это будет интересно читателям, это будет круто нам. Вот. А что сделать, чтобы издание было известным? Ну, только поднимать важные темы, которые волнуют людей, которые могут менять мир, да, то есть это защищать людей, да, от каких-то, от какой-то несправедливости, да, то есть это находить коррупцию в органах власти, да, то есть помогать все-таки нашей власти становиться более народный, более честный, да. Более того, конечно, очень хотелось бы, чтобы в России развивался институт донатов, да, то есть чтобы читатели оплачивали труд журналистов. И вот когда у нас в менталитете появится вот это вот понимание того, что ну, как бы надо скидываться, да, потому что журналистам тяжело, изданиям тяжело, рекламодатели кризис в стране, да, то есть с 2014 года с рекламой все тяжелее и тяжелее, да, то есть, соответственно, если читатели хотят читать честную, правдивую журналистику, то было бы круто, если бы они там хотя бы там 100 рублей в месяц, да, там, не один раз не купили там мороженку, там, я не знаю, там, или пачку сигарет, да, там, и там сэкономили на какой-то мелочи, да, то есть, но перечислили эти деньги честным журналистам, и тогда, может быть, они могли бы тогда, кстати, и спрашивать журналистов больше, говорить, это же мы финансируем вашу деятельность. Поэтому вот давайте, рассказывайте нам честно. Не берите деньги там у какого-то политика, который завтра идет на выборы, а вы сегодня у него берете там деньги, да, то есть и на эти деньги, и делаете с ним интервью. А мы хотим не интервью, а мы хотим честно. Вот расскажите нам про этого человека, кто он такой. Давайте вот мы скинемся, там, 1000 человек, там, по рублю скинутся, это уже 1000, да, то есть, а если 1000 скинется по 100 рублей, да, то есть, ну, соответственно, уже можно о чем-то говорить. Задали такой вопрос. Вот мы знаем, что вы занимаетесь, как вы уже сами упомянули ранее, общественной деятельностью, да, и хочется спросить, почему вам это интересно? То есть, по сути, вы ей так занимаетесь, будучи в своей профессии, то есть, а вы еще помимо этого. Почему вам это интересно? Но я, на самом деле, общественной деятельностью начала заниматься очень давно, и много лет я вообще занималась только общественной деятельностью. Я издавала как раз-таки юнкоровскую газету «Плотинка». Она у нас выходила в печати, сейчас мы выходим в интернет, потому что печать это очень дорого, да. Вот как бы, поскольку мы, опять же, никогда не поднимали каких-то таких тем, да, то есть и старались максимально... Ну, то есть у нас молодежь пишет для молодежи в «Плотинке», да, то есть это как бы данность. У нас там даже главный редактор – это студент, да, то есть причем всегда главные редактора, когда менялись, это всегда был студент. Вот как бы. Вот, соответственно, у спонсоров, как мы понимаем, с кризисом тоже становится меньше денег, соответственно, заниматься общественной деятельностью становится тяжелее, вот, потому что либо приходят люди, которые говорят, а давайте вот вы будете поддерживать там какую-то политическую организацию, мы вам будем давать деньги, да, то есть, на мой взгляд, это всегда было неправильно. Почему? Потому что, ну вот среди, там, допустим, добровольцев нашей организации, среди ребят, я не люблю слово доброволец, тоже волонтер, тем более, ну как бы, допустим, да, то есть среди активистов нашей организации были люди как политически активные, причем это были люди разных взглядов, вообще разных, всех практически, кроме ультрарадикальных и с той, и с другой стороны, да, так и были люди абсолютно аполитичные, которым вообще ничего не интересно, да, то есть это там 18-19-летние мальчики и девочки, которые там учатся там в институтах, да, там в колледжах, да, то есть им вообще до политики далеко, да, то есть им не интересно. Поэтому мне казалось, что ну что значит взять деньги у какой-то политической организации или там начать кого-то поддерживать, ну это же вранье, ну то есть вот приходит ребенок, да, то есть условно ребенок, там молодой человек, ему там 18 лет, да, то есть и причем такие ситуации у меня были многократно, когда у меня молодые люди, кому есть 18, спрашивали, а за кого мне голосовать, да, то есть, например, я говорю, да ты почитай биографии кандидатов в твоем округе и выбери того, кого ты считаешь, да, то есть почитай биографии, почитай, что про него в интернете пишут, и выбери того, кого вот ты считаешь нужно, чтобы, то есть этот человек будет представлять твои интересы, так ты выбирай, я не буду тебе не называть никаких фамилий там или партий, да, просто потому что как бы это твой округ, тебе виднее.